Мендет күнте нәджінір, ендір бидін арвын гурудыкчы кичален кеджаневидін. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы записываем наш 13-й урок по изучению родного языка. На прошлом занятии мы с вами изучили отрицательные слова и отрицательные частицы калмыцкого языка, закончили их и перешли также к разделительному и условному деепричастию, а также обсудили некоторые варианты разного использования соединительного союза «и». Я думаю, что эта тема была вам понятна, доступна и интересна, так как комментариев к тому, чтобы кто-то что-то не понял, нет. А потому на новом уроке, на 13-м уроке, мы с вами изучим еще одну лично-притяжательную частицу, а также форму желательного наклонения калмыцкого языка и в конце соединительное и последовательное деепричастие нашего родного языка. Итак, давайте начинать. Прежде, как вы помните, мы изучали лично-притяжательную частицу, которая имеет значение «свой», и она, как вы помните, путем присоединения к слову или к основе слова без буквы «н» дает смысл «свой». Например, «дектрян» — свою книгу, или, например, «толян» — свой словарь, или, ну и так далее. Вот вторая лично-притяжательная частица, которую мы будем изучать сегодня, это частица «чн» или «чинь», которая имеет значение «твой». Она происходит от местоимения «чини», то есть «твой». Как вы видите, вот эти две буквы «и» сократились и превратились либо в «чин», либо в «чинь». Независимо от того, как мы ее используем, «чин» или «чинь», она будет иметь значение «твой». Давайте рассмотрим примеры. «Көвүн» — это, как мы знаем, мальчик, сын или парень. «Көвүн-чин» будет иметь значение «твой мальчик», «твой сын», «твой парень». «Көвүн-чин». «Хоты» здесь нужно будет подчеркнуть неясный гласный. «Хоты иджене». «Көвүнчин хоты иджене». Давайте все вместе повторим эту фразу 3 раза. «Көвүнчин хоты иджене». «Көвүнчин хоты иджене». «Көвүнчин хоты иджене». Твой сын, в данном случае давайте будем использовать понятие «сын». Твой сын ест еду. «Үгчин». «Үг», как мы знаем это слово. «Үгчин» — это значит твои слова или твое слово. «Му бяне» — есть плохие. Вот это «бяне» — есть. В русском языке мы можем его не использовать, но в калмыцком языке иногда, когда нужно подчеркнуть именно какую-то важность информации, мы можем использовать его в качестве такого соединительного глагола. «Үгчин му бяне». Еще раз давайте все вместе с вами повторим эту фразу также 3 раза. «Үгчин му бяне». «Үгчин му бяне». «Үгчин му бяне». Твои слова плохие, твои слова есть плохие. Так переводится она. С причастиями прошедшего времени эта частица тоже употребляется и употребляется в следующих примерах. Как мы знаем, причастия прошедшего времени оканчиваются на «сын». Основа глагола, к нему присоединяется «сын», что значит «сделавший», «сказавший» там, и так далее. Вот, причастием прошедшего времени тоже можно присоединить эту частицу, и тогда получится, что сказанное тобою, сделанное тобою, но одним словом в калмыцком языке. «Кельсын» — это сказанное, «кельсын чин». «Кельсын чин». «Кельсын чин» — это сказанное тобою. «Зёв». «Кельсын чин зёв». Давайте повторим эту фразу также 3 раза. «Кельсын чин зёв». «Кельсын чин зёв». «Кельсын чин зёв». Сказанное тобою верно. «Кельсинчин зёв». Сказанное тобою верно. Или вот такой пример. Например, «ух» — это у нас петь, «усн» — это выпитое, выпивший. То есть что-то сделанное
усынчин. Выпитое тобой, то, что ты выпил, усынчин. И кому? Очень плохо. Усынчин и кому. Давайте еще раз вместе с вами повторим эту фразу также 3 раза, чтобы закрепить ее в нашей памяти. Усынчин и кому. Усынчин и кому. Усынчин и кому. Выпитое тобою, или то, что ты вообще выпил, ну, в данном случае предполагается алкоголь, очень плохо. Усынчин и кому. Это значит, то, что ты выпил, это очень плохо. Таким вот образом, у нас есть лично притяжательная частица, которая представляет собой такое вот трансформировавшееся местоимение чини, которое сегодня в калмыцком языке звучит как чин или чинь, без разницы, как мы будем говорить, потому что и та, и другая ее форма все равно восходят к местоимению чини, что значит твой. Итак, кövünчин хоты иджене, кövünчин хоты иджене, кövünчин хоты иджене. Твой сын ест пищу. Үкчин мубене, үкчин мубене, үкчин мубене. Твои слова очень плохие. Есть плохие, как бы, бене это есть. Үкчин мубене, твои слова плохи. Так следует перевести. С причастиями прошедшего времени, оканчивающимися на сын, мы тоже используем эту частицу, используем ее следующим образом. Кельсинчин зёв, кельсинчин зёв, кельсинчин зёв. Сказанное тобою верно. Усынчин и кому, усынчин и кому, усынчин и кому. Это значит, то, что ты выпил, очень плохо. Итак, давайте приступим к изучению желательного наклонения калмыцкого языка. Желательное наклонение — это такое наклонение, такая форма глагола. Глагол — это, как вы помните, действие, описывающее или обозначающее определенное действие. Это такое слово. Так вот, желательное наклонение — это такое наклонение, которое выражает пожелание или позволение говорящего совершить какое-то действие или пожелание, чтобы какое-то действие или пожелание обязательно свершилось. Оно образуется посредством присоединения к основе глагола, именно к основе глагола, у нас все, собственно, присоединяется в основном к основе глагола, вот таких вот особых окончаний или суффиксов. Тха, ир, экшикте, югды, та, тха, им экшикте югды, или в мягкорядных женских словах, те, тхе, тха или тхе, тха или тхе. И в разговорной речи часто можно услышать еще и окончание, которое присоединяется. Это просторечное выражение. Вообще, это такой вот суффикс «г», который тоже обозначает то же самое. Давайте рассмотрим это на примерах, чтобы то, что я говорю или объясняю, было для вас понятно, открыто и доступно. Вот такой пример. Халгчин. Здесь мы снова уже вспоминаем наши только что пройденные личную притяжательную частицу. Халгчин цаган болтха. 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 Повторяем вместе это выражение. Пусть твоя дорога будет белой. В данном случае здесь конкретно мы не говорим о том, чтобы прям вот дорога была прям совершенно белой. Кроме цаган прямого значения белый, это еще означает священное, беспрепятственное, чистое, не имеющее каких-то загрязнений, изъянов и всего остального. Поэтому здесь можно перевести: пусть твоя дорога или путь твой будет светлым, беспрепятственным. Вот так это можно переводить. Ну и в разговорной речи в калмыцком языке существует такое прямо особо закрепившееся выражение, которое имеет перевод на русский язык: пусть ваша дорога будет белой. Халгчин, здесь в данном случае пусть твоя дорога будет белой. Цаган болтха мы будем переводить как пусть будет. Однако, как мы помним, основа этого глагола представляет собой глагол болох, то есть быть, становиться. Болтха — это пусть будет, значит. Или вот такой пример. Övgün, как мы помним, это пожилой мужчина. Övgün, övgün. Ügü kelthe.
Övgün ügü keltре. Övgün ügü keltре. Övgün ügü keltре. Пусть этот пожилой мужчина или старик, как это переводят, скажет слово. Пусть этот старик или пожилой мужчина скажет слово. Övgün ügü keltре. Övgün ügü keltре. И еще один пример с личной притяжательной частицей, которую мы сейчас изучили с вами. Kövünçün. Kövünçün маңғыдыр. Маңғыдыр, как мы помним, kövünçün это пусть твой мальчик, твой сын. Kövünçün маңғыдыр это завтра. Маңғыдыр дектрен. Вот эту вот лично притяжательную частицу мы с вами уже проходили, то есть, значит, свою книгу «Ökthe». «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». Давайте сейчас еще раз трижды повторим эту фразу. «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». Пусть твой сын завтра отдаст свою книгу. Вот так это переводится. «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». «Kövünçün маңғыдыр дектрен ökthe». В разговорной речи также часто можно услышать еще одну форму этого желательного наклонения. Эта форма образуется посредством присоединения к основе глагола окончания или суффикса «г». Давайте рассмотрим примеры с этим. Она будет иметь точно такое же желание, пожелание или позволение говорящего, чтобы какое-то дело или пожелание или еще что-то исполнилось. Или пусть это будет исполнено. Давайте рассмотрим пример. Тирыкүн. Тирыкүн, как мы помним, это значит тот человек. Тирыкүн. Күлягат. Мы помним вот эту вот форму «эт» и помним ее уже, вот этот интервокальный согласный. Тирыкүн күлягат сук. Пусть тот человек сидя ждет или сидит и ждет. Тирыкүн күлягат сук. Тирыкүн күлягат сук. Тирыкүн күлягат сук. Это значит, пусть тот человек сидя ждет, или на русский правильнее это будет переводить, как пусть тот человек сидя ждет, или посидит и подождет. И еще один пример, тоже иджичинь. Иджичинь, иджичинь. Иджичинь это значит, пусть твоя бабушка или мама. Иджичинь эмчур к врачу. Иджичинь эмчур одык. Одык, как мы помним, здесь глагол сухо будет в исходной форме своей, а здесь будет отхы, то есть отправляться. И эччинем чуродык, и эччинем чуродык. Пусть твоя мама или бабушка идет к врачу. И эччинем чуродык, и эччинем чуродык. Это значит, пусть твоя мама или бабушка идет к врачу. Естественно, в разговорной форме гораздо легче сказать и проще будет одык, сук, бичик, там, умшик и так далее. Но иногда, когда нужно выразить мысль очень четко, правильно, мы должны говорить или донести свою мысль до слушателя, мы должны говорить «ökthe», «болтха», «умштха», «бичтха» и так далее. И, в общем-то, когда мы говорим, произносим «юряли» на свадьбах, на каких-то других торжествах, мы тоже используем именно эту форму в качестве пожелания, то есть желательного наклонения, которое доносит до слушателя наше пожелание, пусть будет так-то, так-то или так-то. Вот такое в калмыцком языке есть желательное наклонение, которое следует запомнить и использовать в своей повседневной речи. Күндіте неджинер. Сейчас мы изучим соединительные деепричастия калмыцкого языка. Соединительные деепричастия — это такая форма глагола, которая выражает действие, поясняющее или характеризующее главное действие. Оно образуется или формируется следующим образом. Основа глагола, без, понятное дело, буквы «х», к которой присоединяются окончание «дж» или «ч», что делает его похожим на одну из форм прошедшего времени, которую мы изучали. Вспомните, какая это форма прошедшего времени, и напишите ее в комментариях, и тогда будет понятно, что вы внимательно смотрите эти уроки и приобретаете какой-то опыт и какие-то знания из них.
Так вот, она очень похожа, но если говорить о том, какой же смысл она несет, то она совершенно разная. Нам не следует запоминать громоздкие грамматические названия, нам самое главное запомнить, как же это функционирует в языке и какое значение имеют те или иные словарные формы для того, чтобы научиться говорить. Давайте рассмотрим примеры. Чинанде, ты мне, хоты, пищу, чанджыгы, чинанды хоты чанджыгы, чинанды хоты чанджыгы, чинанды хоты чанджыгы. Повторяем вместе со мной каждую из этих фраз трижды. Чинанды хоты чанджыгы, чинанды хоты чанджыгы, чинанды хоты чанджыгы. Это будет переводиться на русский язык следующим образом. Ты мне пищу приготовя дай. Вот дословно, если переводить, чинанды — это значит ты мне, хоты — это значит пищу, чанджыг в данном случае будет значить приготовя дай. Приготовя дай. Здесь мы видим, что основа глагола готовить чанх теряет букву х, и вместо нее становится буква дж. Чинанды хоты чанджыг, чинанды хоты чанджыг. Ты мне пищу приготовя дай. Или другой пример. Би — это значит я, бичик. Бичик — это значит письмо какое-то, сообщение, месседж какой-то. Бичджи, бичик, бичджи ильгаву. Би, бичик, бичджи ильгаву. Би — это я, бичик — это какое-то сообщение или письмо, бичджи — это написав, ильгаву, от слова ильгаха, глагол мы этот изучали, значит отправить. Я, написав письмо, отправил его. Я, написав письмо, отправил. Я, написав письмо, отправил. Давайте повторим этот пример трижды вместе с вами. Би, бичик, бичджи, би, бичик, бичджи, я, написав письмо. Ильгаву, би, бичик, бичджи, ильгаву, би, бичик, бичджи, ильгаву, би, бичик, бичджи, ильгаву. Я, написав письмо, отправил. Следующий пример. Прошу прощения, я тут допустил одну ошибку. Следующий пример обращения уже. Мы эту форму глагола тоже проходили. Если вы узнаете ее, напишите об этом в комментариях. Махла — это у нас будет шапка. Махлас, как мы помним, во множественном числе слова, оканчивающиеся на гласную, приобретают окончание «с». Махлас, поэтому шапки, а махлаасан — это значит свои шапки. Махлаасан — свои шапки. Махлаасан, махлаасан — свои шапки. Тельджи хурулды орый. Махлаасан тельджи хурулды орый. Вот эта вот форма орый. Что же это за форма? Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы у нас была с вами обратная связь. Махлаасан тельджи, сняв свои шапки, значит, тельджи хурулды. Это значит в хурул, в место, где мы молимся, где мы обращаемся к Буддам, где мы какие-то находим оплот своих чаяний и надежд. Так вот, махлаасан тельджи хурулды орый будет значить давайте снимем шапки и, сняв шапки, точнее, зайдем в хурул. Махлаасан тельджи хурулды орый, махлаасан тельджи хурулды орый, махлаасан тельджи хурулды орый. Давайте, сняв шапки, зайдем в хурул. Калмыки ходят в хурул, всегда снимая свои шапки. Некоторые глаголы, которые оканчиваются на согласные, кроме буквы «л», которую вот здесь вы видели в предыдущем примере, махлаасан тельджи, здесь была буква «л». Так вот, некоторые глаголы, основа которых оканчивается на согласные, но не на букву «л», приобретают окончание не «дж», которое мы сейчас с вами рассматривали, а «ч». Давайте рассмотрим эти примеры. Кюкн, как мы знаем, кюкн — это девочка или дочь, дочка, можно сказать, девочка. Кюкн. Дельгюресе, дельгюресе, дельгюресе из магазина. Шикр, шикр. Шикр — это сахар. Кюкн дельгюресе шикр. Авчи ир. Взяв, значит, девочка из магазина, взяв сахар, авчи ир, принеси. Девочка из магазина, взяв сахар, принеси. Так дословно будет переводиться эта фраза. Однако, если мы будем говорить, прошу прощения,
Забыл отметить неясные гласные. Однако, если мы будем говорить по-русски, то это значит девочка или дочка. Возьми-ка в магазине и принеси сахар. Вот так мы будем переводить ее. Но в калмыцком языке это звучит несколько по-другому. И строй этого предложения нам следует запомнить. Кюкн — это обращение девочка. Делгюресі шикыр аучыры. Кюкн делгюресі шикыр аучыры. Кюкн делгюресі шикыр аучыры. Это значит, девочка, принеси из магазина сахар. Взяв, принеси дословно. Авчи — это взяв будет, и ры — это принеси. То есть здесь мы видим, что каждый из использованных нами деепричастий соединительных, они выражают действие, поясняющее или характеризующее главное действие. Здесь чанджи — это второстепенное, то есть поясняющее, то есть приготовив, дай, и здесь, например, кюкн делгюресі шикыр аучи ир, взяв, принеси его. Главное слово будет принеси, а взяв это будет поясняющее, что надо взяв его принести, а не по воздуху как-то тащить или волочить его за собой на веревке и так далее. Следующий пример. Өвгін, босчы, үген кельджене. Үген, как мы помним, это тоже лично притяжательная частица, значит свое слово. Өвгін босчы, үген кельджене. Кельджена, мы знаем, это значит говорит в настоящий момент. Так вот, например, на свадьбе, придя на какую-то свадьбу, вы можете сказать, когда какой-то пожилой мужчина начнет говорить торжественное какое-то приветственное слово, вы можете сообщить своему спутнику о том, что сейчас старик говорит слово. Өвгін босчы здесь будет иметь значение, что старик встав, то есть стоя. Өвгін босчы, үген кельджене, говорит свое слово. Давайте повторим эту фразу тоже 3 раза. Өвгін босчы, үген кельджене. Өвгін босчы, үген кельджене. Өвгін босчы, үген кельджене. Таким образом, соединительное деепричастие, я еще раз напомню, это такая форма глагола, которая выражает действие, поясняющее или характеризующее главное действие. Здесь в данном случае хоты чанджи öge, приготовив дай, то есть неприготовленное смысла нет давать, то есть слово чанджи здесь поясняет главное слово, главный глагол. Здесь, например, бичик, бичджи, написав письмо, ильгаю, я, написав письмо, отправил его. Махласан тельджи, сняв шапки, хурулды орый, войдем в хурул. Кюкн дельгюрасы шикыр авчиры. Это значит, дочка, принеси, взяв, принеси из магазина сахар. Өвгін босчы, старик встав, үген кельджене. Старик встав, говорит свое слово, торжественное какое-то приветственное слово. Вот так образуется соединительное деепричастие в калмыцком языке. А сейчас мы изучим с вами последовательное деепричастие. Вот эти слова, названия и все остальное запоминать не стоит. Это лишь только для того, чтобы обозначить, каким образом называется та или иная языковая форма в калмыцком языке. А потому последовательное деепричастие — это такое деепричастие, которое обозначает действие, которое будет совершено сразу после того, как совершится какое-то другое действие. Вот такая громоздкая структура, но если мы сейчас разберемся в примерах, то мы сразу поймем, о чем идет речь. Вот это вот последовательное деепричастие образуется посредством присоединения к основе глагола, это значит какой-то бичхы, кельхы, без буквы х, бичи, келе, там у, су, бос и так далее. Вот таких вот окончаний. Хларн, иры экшикта югды хларн, и мы экшикта югды хлярн. На русский язык эта форма будет переводиться как только, лишь или когда. Давайте рассмотрим примеры, чтобы окончательно разобраться, что же это такое. Так вот, давайте. Имчы, как мы помним, это врач. Сухларн, как только сел или лишь сев. Кюг халявы. Кюн — это у нас человек. Кюг — это значит человека в винительном падеже. Халявы — это значит смотрел. Кюг халявы.
Эмчи сухларн күгі халявы. Эмчи сухларн, лишь сев, врач лишь сев, стал осматривать пациента. Так будет переводиться это. Эмчи сухларн, давайте повторим. Эмчи сухларн күгі халявы. Эмчи сухларн күгі халявы. Эмчи сухларн күгі халявы. Лишь сев, врач стал осматривать пациента. Следующий пример. Би – это значит я, как мы помним. Хот – это значит пища. Би хоты чанхларн. Би хоты чанхларн. Как только я начинаю варить пищу, или как только я варю пищу, би хоты чанхларн. Давс – это у нас соль тоже в винительном падеже. Давсн – это ее исходная форма. Давсы – это значит соль в винительном падеже. Ик тевнев. Би хоты чанхларн давсы ик тевнев. Би хоты чанхларн давсы ик тевнев. Би хоты чанхларн давсы ик тевнев. Когда лишь только, как только я варю пищу, всегда кладу в нее много соли. Вот как-то вот так можно перевести эту фразу. Давсы ик тевнев, это значит много, как бы вот такой вот крупно кладу соли. Еще один пример. Övgen. Övgen — это у нас пожилой мужчина, старик. Кельхлерн — лишь заговорит, как бы лишь заговорив или когда начинает говорить. Övgen кельхлерн. Кельх — это мы помним говорить. Кельхлерн — это лишь только начинает говорить, лишь заговорив. Цяуна. Цяуна значит пьет чай. Ця — это чай, уна — это значит пьет. Всегда он так делает. Это у нас настоящее будущее время, которое мы с вами уже проходили. Övgen кельхлерн цяуна. Övgen кельхлерн цяуна. Övgen кельхлерн цяуна. Это значит, лишь заговорив, старик начинает или вообще пьет чай. Всегда это так происходит. Или вот такой пример. Ин. Ин — это значит этот, то есть некий человек, о котором идет речь. Ин ködlхлерн. Ködlхлерн. Ködle — это у нас работай, ködlх — это работать, а вот ködlхлерн лишь начнет работать, лишь заработав, сенкене. Сенкене — это значит хорошо делает. Вообще, конечно, здесь должна стоять форма сенер, но мы пока ее не проходили, а потому я ее отмечаю, но отдельно от той формы, которую мы с вами знаем. Сен. Ин ködlхлерн, лишь только он начинает работать. Сенеркене или сенкене хорошо делает эту работу. Здесь в данном случае слово сен стоит в винительном падеже. Сенер, то есть хорошо делает, прошу прощения, в орудном падеже. Сенеркене, то есть хорошо, превосходно ее делает. Ин ködlхлерн. Ködlмешен можно сюда добавить слово, то есть свою работу. Сенкене или сенеркене. Правильнее будет, конечно, сенер, но мы пока эту форму не знаем. Ины ködlхлерн сенеркене, ины ködlхлерн сенкене. Таким вот образом, последовательное деепричастие выражает действие, которое будет совершено сразу после того, как совершится какое-то другое действие. Как только он сядет, как только он что-то сделает, и вот какое-то следующее действие начнет делать либо он, либо кто-то другой. Эмчи сухларн күгі халявы, би хоты чанхларн давсы ики тевнев, övgen кельхлерн цяуна, ины ködlхлерн сенеркене. Вот такие вот примеры. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы по последовательному деепричастию, тоже пишите это в комментариях. Күндіте нәджнер, ода шинугмюдігі сурадавы. Это значит, дорогие друзья, давайте выучим новые слова. Первое слово это икн. 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 Начало. Некий исток такой вот. Начало вообще чего-либо будет на калмыцком звучать как икн. Еще раз трижды повторим это слово. Икн. 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 Это начало. Начинать на калмыцком языке будет звучать как «экелех», «экелех», «экелех»,
Иекелих, начинать. Иекелих, иекелих, иекелих. Это начинать, зачинать, что-то делать новое. А вот заканчивать у нас в калмыцком языке имеет целых три, даже больше, наверное, слов, но основных три, которые так или иначе встречаются нам в повседневной жизни. И первое слово — это слово дусх. 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 Дусх на калмыцком языке значит завершаться без продолжения уже. Например, книга закончилась. Диктор дусв. Книга закончилась. Все. Если у нее есть второй том, то это уже другая книга. Если там есть третий, четвертый, пятый, то вот этот конкретно том уже закончился. Если я к нему вернусь, то я вернусь к нему через определенное время. Или, например, вот когда монахи читают буддийские тексты на калмыцком или на каком-то другом языке, в частности на калмыцком, после того, как сутра прочитана, везде стоят такие вот слова дуусвы, 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 то есть это завершилось, закончилось. И если начнется, то в следующий раз начнется уже с самого начала, а здесь больше никаких дополнений нет. Дуусхы — это значит закончиться о чем-то, уже вот закончится как бы полностью, и уже никаких дополнений к этому нет. Насын дуусва — это значит возраст закончился или жизнь закончилась, и человек, разумеется, умер. Это один из синонимов понятия смерть. Есть еще одно слово, это слово тёгсх. 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 В нем две неясные гласные, одна после буквы Г, тёгсх, так нужно произносить это слово. Тёгсх — это значит завершиться на настоящий момент, но потом, возможно, будет какое-то продолжение этому. Например, сургуль тёгсх — это значит закончить обучение, например, в школе, но потом продолжать его в университете или потом на каких-то курсах, хотя закончив университет, мы уже уходим работать и как бы не учимся, но все равно, например, на какие-то курсы повышения квалификации или еще куда-то, если едут сотрудники, люди, то вот все это называется тёгсх, то есть это завершился какой-то один этап, но следует другой этап. Другое, еще одно дополнительное значение этого слова, это значит исполниться, завершиться, таким образом наполниться чем-то. Тёгсх — это значит наполниться, ну, например, буин тёгсвы, это значит накопление уже благих духовных заслуг, уже закончилось, завершилось, и уже добавлять туда нечего. То есть наполнился полностью, вообще без каких-то промежутков, наполнился как бы благими заслугами, то есть завершился, все, больше ничего делать не надо. Но еще как бы есть возможность совершать благие дела, она не закончилась окончательно, и как вот в глаголе дусха. Но эти два слова прямо совсем уж такие высокие, из высокого стиля калмыцкого. А в простом разговорном калмыцком языке всегда используется одно единственное слово, которое звучит как чильх. Чильх. Как мы помним, если слова у нас им и кшикте, то буква Л всегда будет с таким вот прочитываться мягко, и подсознательно мы должны вспоминать, что она имеет такой вот маленький мягкий знак под собою. Чильх вообще в различных диалектах Западной Монголии, Алашаня, Синьцзяна и наших иных соплеменников, чильхы — это значит исчерпываться, завершаться. Например, ödmük чильвы. Мы приходим в магазин, хлеба нет, ödmük чильвы, исчерпался, все, его больше нет, будет только следующий завоз. А чильхы — это значит закончиться, исчерпаться, то есть вычерпать что-то до дна уже, где больше ничего нет. Например, шикыр чильвы — это значит сахар закончился, все, больше его нет, исчерпался, то бишь. А чильхы — это значит исчерпаться, закончиться. Но мы сейчас в современном калмыцком языке абсолютно все говорим чильхы. Сургуль чильхы, насын чильхы и так далее. И это, в принципе, в определенной степени равнозначные понятия с первыми двумя, и дусхы, и тёгсхы, но их следует различать, если мы хотим правильно и красиво говорить на своем языке и знать его. Еще один очень хороший такой пример слова, которое нам понадобится на дальнейших уроках, это слово «үлгүр». «Үлгүр», «үлгүр», «үлгүр» — это пример. Либо еще «үлгүр» бывает пословица, и еще «үлгүр» бывает наставление какое-то, но это уже в более таком узком значении этого слова. «Үлгүр» мы должны понимать прежде всего в качестве примера.
И вот как же будет приводить пример в русском языке? Это два слова. В калмыцком есть специальный глагол, который говорит приводить пример. Это «үлгүрэлэхэ». 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 «Үлгүрэлэхэ» значит приводить пример. Например, «үлгүрлэт келхлэ» — это значит, если говорить, приводя пример, или «үлгүрлэт бичхлэ» — это значит, если писать, приводя вот такой вот какой-то там пример. Поэтому «үлгүрэлэхэ» приводить пример у нас это одно слово, и это глагол. Еще одно слово, которое нам тоже очень понадобится, это слово «далгвар». 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 «Далгвар» — это задание, некое такое поручение, наверное, которое нужно так сказать, взвалить на себя и донести или исполнить его. «Далгвар» в данном случае для нас должно значить задание. Например, «герин далгвар» — это домашнее задание. «Индирек көдлмышин далгвар» — задание сегодня на работе, к примеру. Вот такое. Еще часто бывает, что наши дети дома начинают шуметь, баловаться, и они должны успокоиться. Как же мы должны им сказать это? Есть специальный глагол, который звучит как «токтынхы». 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 «Токтынхы» — это значит успокаиваться. То есть затихать, притихать, как-то успокаиваться, переставать шалить, переставать шуметь и так далее. «Токтынхы». То есть если ваши дети расшумелись, то вы можете им смело сказать «токтынтын». «Токтынтын» значит успокойтесь, все, прекращайте уже шуметь, веселиться и так далее. Уже поздно, нужно ложиться спать, например. Следующее слово, очень важное, тоже нужное, это слово «собирать». Это слово звучит как «хурахы». «Хурахы», «хурахы». Например, «цицик хурахы». Цицик мы уже знаем, что такое, это цветок. Так вот, «цицик хурахы» значит собирать цветы. Например, «гер хурахы» — это собирать или приводить в порядок свой дом. Прежде всего, те вещи разбросаны, игрушки или еще что-то, что в течение рабочей недели, например, некогда было положить на место. И вот в субботу или воскресенье мы начинаем генералить. Это будет звучать на калмыцком как «герян хурахы» — собирать, приводить в порядок свой дом. Есть еще другой глагол, который мы тоже с вами изучали. «Угаха» — это значит мыть уже конкретно. Там стекла мыть, пол мыть, шкафы протирать и так далее. Это уже будет «угаха». А «хураха» — это значит просто собирать все вещи, которые лежат в беспорядке. Или вообще что-то собирать в целом. Следующий глагол, тоже очень важный для многих тех, кто работает на государственной работе, это глагол «дигльхэ». 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 «Дигльхэ» происходит от слова «диг», то есть порядок каких-то предметах. Ну, например, «цаасы дигльхэ» — это значит собирать свои бумаги, документы, приводить их в порядок, в тот порядок, в ту последовательность, которая должна быть по каким-то определенным требованиям. «Герян дигльхэ» мы сказать не можем, потому что это значит, что нужно собрать весь дом, все, что внутри дома находится, в соответствующей последовательности. Поэтому «герян хураха», а «цаасан» или там, например, «аг», как мы помним, это чашка, «ахсан дигльхэ» — это будет значит собирать свои чашки там по размерам или там по глубине их дна или еще где-то в своем шкафу. Это глагол «дигльхэ» — собирать. Ну, если уж совсем дети расшалились, вполне возможно, кто-то может их шлепнуть для того, чтобы успокоить. И вот здесь нам нужен глагол «бить». И не только бить детей, может быть, это был не очень хороший пример, но бить, например, стучать в дверь или бить палас. Многие сейчас вытряхивают свои паласы и в селах, и в городе даже. Я совершенно недавно видел это. Так вот, бить по-калмыцки значит «цокхы». 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 «Цокхы» — это бить вообще. «Үды цокхы», к примеру, стучать в дверь, бить, то есть по двери. Ну, палас мы слово не знаем, это слово «кивыс» по-калмыцки. Так вот, «кивыс», многие говорят сейчас «кевсе», но это неправильно, это все равно, что говорить там «столе», «стуле», «свете», «соле».
и так далее. Мы как-то так на русском не говорим, ну и на нашем родном языке тоже не следует так говорить. Поэтому кевес цокхе — это выбивать палас, к примеру. Ну и, может быть, кевюрен цокхе, может быть, шлепнуть своего сына за непослушание. Вот, ну, примеры вот такие. Еще одно слово, которое сегодня, сейчас, в священный месяц Урюссар делать не желательно, но в повседневной своей жизни мы часто встречаемся с тем, что нам нужно урлх. Урлх. Урлх значит злиться, сердиться. Ну, редко еще бывает урлх, еще и ругаться. Урлх, урлх, урлх. Это сердиться, злиться, ну и реже бывает ругаться. Теперь выучим некоторые слова, касающиеся понятий возраста, какого-то такого определенного временного, связанного с жизнью человека и не только с жизнью человека, порядка. Так вот, кэкшин, 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 вот эта буква Г прочитывается как К практически при разговоре, при речи. Кэкшин, кэкшин, кэкшин. Это значит старый, пожилой, старая, пожилая там и так далее. У нас нет понятия какого-то полового разграничения в языке. Кэкшин — это старый, пожилой, именно относительно живых существ. Например, кэкшин мис — это старая кошка. Кэкшин кюн — старый человек. Кэкшин övгün — старый старик. Кэкшин имгын — старая женщина будет. А вот его антонимом или словом противоположным по смыслу будет бичкын, бичкын, бичкын. Повторяйте его вместе со мной. Бичкын, бичкын, бичкын. Это значит маленький. Если мы говорим о среднем возрасте, ну, в возрасте от 30 до 45 лет, то вот тот возраст, который полон сил, у нас в калмыцком языке имеет особое обозначение идр. Идр, идр был такой зайсан калмыцкий, Идеров у него была фамилия. Это происходит от слова идр, то есть среднего возраста, возраста полного сил, здоровья и продуктивной энергии. Идр — это средний возраст. Следующее слово — это слово мёнкө, мёнкө, мёнкө. Это значит вечный. Вечно синее небо, мы знаем и слово «синий», и слово «небо» уже, поэтому вечно синее небо, культ, которому поклонялись монгольские народы, где-то, наверное, много столетий назад и продолжают поклоняться до сегодняшнего дня. Вот вечно синее небо на калмыцком языке будет звучать как «кэкэ мёнкэ тингр», «кэкэ мёнкэ тингр». Чингисхан молился всегда вечно синему небу с такими словами: «Кэкэ мёнкэ тингр эцкэмини», «Кэкэ мёнкэ тингр эцкэмини», «Кэкэ мёнкэ тингр эцкэмини». О вечно синее небо или вечно синее божество, тингр еще имеет значение, кроме неба, божество. «Кэкэ мёнкэ тингр эцкэмини» значит «О отец мой, вечно синее небо» или вечно синее божество. Так как небо не напрямую обожествлялось нашими предками, а обожествлялось персонифицированно, то есть под небом подразумевалось какое-то огромное всеохватное божество. Поэтому мёнкэ значит вечный, вечная, вечное, разумеется, то есть тот, кто вечен, независимо от того, что приходят и сменяются разные поколения. Мёнкэ — это вечный. Ну, отвлечемся от возвышенных философских размышлений и, так как у нас сейчас в Калмыкии стало достаточно жарко, изучим некоторые слова, связанные с этим. Халун, халун, халун — это и горячий, и жарко, например, халун ця — это будет горячий чай. Халун ця, халун ця, халун ця у — выпей горячего чая, пей горячий чай. Халун ця — это горячий чай. Халун ödür — это жаркий день будет. Есть еще одно слово. Вот сегодня было достаточно душно, а потому есть специальное слово, которое обозначает духоту в калмыцком языке. Я думаю, многим будет полезно узнать его. Это слово цунцык. 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 В некоторых диалектах я слышал еще его форму как цюнцык, но она встречается крайне редко.
Цунцик — это душно, жарко настолько, что воздух не движется, не шевелится, все стоит, это очень жарко и тяжело для организма. И еще одно последнее слово, так как для организма тяжело, слово «кюнде» мы уже знаем, а вот слово «легко», «легкий» мы не знаем, поэтому давайте выучим его сейчас. Это слово звучит как «гиген», «гиген», «гиген». Есть еще одно слово «кёнген». Это тоже будет легкий, но они разные. Если гиген — это легкий, в значении не тяжелый, не сложный, то кёнген — это что-то вот такое легкое, воздушное, летучее. Кёнген хуцин — это легкая одежда. Вот, например, здесь. А гиген — это тоже, в принципе, может быть легкой одеждой. Но вот такие вот два слова есть в калмыцком языке, обозначающие легкость. Причем гиген может быть еще и көдлемыш, то есть легкая работа. А вот кёнген, көдлемыш мы уже не скажем, потому что кёнген больше обозначает предмет какой-то. Ну вот такие есть слова в калмыцком языке, которые следует нам заучить и запомнить для того, чтобы овладеть родным языком на достаточно хорошем уровне и уметь общаться на нем с теми, кто может говорить. Күнтә нәҗнер, күнтә үрмүт. Сейчас мы изучим еще несколько слов, которые касаются головы. Итак, голова на калмыцком языке звучит как толга, 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 толга. Это голова. На голове есть волосы. Я специально не стриг для того, чтобы показать вам волосы прям вот так, чтобы это все было хорошо видно. Волосы, как и молоко, в калмыцком языке носят одинаковое по звучанию слово. Это называется үсін, үсін, үсін. Үсін — это волосы. Толган үсін — это будут волосы, значит, головы. Үсін — это волосы. Повторяйте все слова следом за мной. Также спереди у нас есть лоб. Лоб по-калмыцки называется маңна. Маңна, маңна. Повторяйте, пытайтесь проговорить букву «н». Маңна — это лоб у нас. Маңна. Кроме того, крупным еще элементом нашей внешности являются щеки. Щеки по-калмыцки называются халхы. 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 В некоторых калмыцких диалектах есть еще слово хачыр как щеки, но оно достаточно редко используется в сегодняшнем калмыцком языке, а потому я просто его произнесу, но на экран выводить мы его не будем. Кроме того, на лице есть, разумеется, еще и глаза, которые называются нюдын, нюдын, нюдын. Нюдын — это глаза. Кроме этого, на лице есть еще нос. Нос называется по-калмыцки хамыр, хамыр, хамыр. Это нос. Рот, которым мы говорим все, кушаем, это амын, амын, амын. Амын — это рот. Рот — это прежде всего губы, которые мы видим. Потому слово «губы» тоже следует знать. Это будет урл, 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 урл. Вот расскажу небольшой интересный такой вот пример. В языке оренбургских и уральских калмыков слова «амын» не было, так как на тюркских языках оно достаточно ругательное. А потому все, и рот, и губы наши сородичи из Оренбурга и Урала называли словом «урл». Так как если бы они сказали «амын», то в тюркских языках казахов, киргизов, сибирских татар, которые там тоже жили, это достаточно нехорошее такое ругательное слово. Потому вот у оренбургских калмыков вы можете понять о том, что это они, если услышите, что они вместо рта «амын» говорят слово «урл». Внутри полости рта находится язык. Язык как вообще как средство коммуникации, то есть то, на чем мы говорим. Орскельн — это будет русский язык, халимыкельн — это будет калмыцкий язык, англикельн — английский язык и так далее. Но и само анатомическая вот, часть, собственно, тела, язык как мышца, как предмет, он тоже будет называться на нашем языке келен.
келин. Внутри также есть зубы во рту. Зубы по-калмыцки называются шюдын, шюдын, шюдын. Келин — это язык, как разговор, речь, так и язык, собственно, вот этот. А вот шюдын — это зубы. Между прочим, у пилы тоже зубы называются шюдын. И шюдын есть, кстати, несколько разных видов, но это уже прям совсем глубокие детали. Мы просто в общем называем зубы наши шюдын. Есть клыки отдельно, верхние, нижние, есть вот эти вот коренные, жевательные, собственно, зубы, ну и так далее. В калмыцком языке очень богатая лексика на этот счет, поэтому, если вам будет интересно, вы можете в специализированной литературе это найти. А в данном случае шюдын — это зубы вообще в целом все. Чикн, чикн, чикн — это уши. Есть такое калмыцкое доброе ругательство. Чикн уга толга, безухая голова, как бы. Чикн уга толга. Чикн уга толга имеет значение, точнее, произносится тогда, когда ребенок, например, непоседливый или кто-то не слушает кого-то. Говорят, что ну, это голова, в которой нет ушей, то есть ничего не доходит, не заходит. Это такое вот устойчивое выражение чикн уга толга, которое следует признавать какой-то пословицей, поговоркой, там, ну, каким-то вот этим вот идиомой, то есть каким-то устоявшимся таким выражением в калмыцком языке. В ухе самая такая большая видная часть — это мочка. Мочка на калмыцком называется ашк. Вот когда мы прокалываем мочку для того, чтобы там серьги или еще что-то, какое-то украшение вставить, вот мы прокалываем как раз-таки ашк. Нижняя челюсть, вообще, в принципе, челюсть и подбородок сам, ведь подбородок, по сути, это и есть челюсть, называется на калмыцком языке ыргын. Ыргын, ыргын. Ыргын — это и подбородок, и, собственно, вот челюсть будет. И висок, или вот эта вот височная часть, будет на калмыцком называться цох. Цох, цох, цох. Здесь есть неясное гласное. Вот так, дорогие друзья, мы с вами изучили сегодня достаточно много материала. Я думаю, он будет вам полезен. Если что-то будет непонятно, вы смело можете писать в комментариях. Мы постараемся ответить на них. Аода сен бетен.